Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия сообщает, что гражданам Республики Абхазия, не имеющим прописки на территории Республики Абхазия, для участия в повторном голосовании по выборам президента необходимо получить удостоверение на право голосования, независимо от того, что ранее в первом туре голосования 25 августа 2019 года такое удостоверение им выдавалось. Удостоверение на право голосования можно получить по 8 сентября включительно в Центральной избирательной комиссии по адресу город Сухум, улица Конфедератов, дом 37. Также Центр избиркома Абхазии сообщает, что избирателям, которые по состоянию здоровья или по другим причинам не могут прибыть в помещение для голосования, необходимо до дня голосования передать заявление о возможности проголосовать вне помещения для голосования в соответствующую участковую избирательную комиссию. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с Днем Республики. В поздравлении, в частности, говорится: День Республики является одним из важнейших праздников страны и свидетельствует о достижениях Татарстана. Ставит республику в ряды региональных лидеров Российской Федерации по ряду социально-экономических показателей. Заслуженный авторитет и доверие со стороны народа страны к главе государства свидетельствует об умелом управлении, высококачественном специалистах на местах и налаженной системе государственного устройства. Народ Абхазии всегда будет вспоминать с благодарностью помощь и поддержку, оказанную в сложное послевоенное время. Мы рады, что традиции братского сотрудничества и поддержки сохраняются и в новейшее время. Рустам Нургалиевич, от всего сердца желаю вам, вашим родным и близким, всему народу Татарстана мира, процветания и благополучия, отметил Рауль Хаджимба. Международный день пропавших без вести проходит каждый год 30 августа. В Абхазии подавляющая часть пропавших – это люди, пропавшие во время Отечественной войны народа Абхазии. Десятки семей не знают о судьбе своих близких и родных. В этот день по республике проходят памятные мероприятия. О них в нашем следующем сюжете. Международный день пропавших без вести с утра у Парка Славы собралось много людей. Почти память тех, кто сложил свои головы за свободу нашей Родины, пришли матери погибших, родственники без вести пропавших, ветераны войны и представители Международного комитета Красного Креста в Абхазии. После возложения цветов в Парке Славы мероприятие, посвященное памяти пропавших без вести, продолжилось на площади у Абхазского драматического театра. Здесь детишки и волонтеры из Сухумского дома юношества рисовали то, с чем они ассоциируют и как воспринимают этот день. Рисунок будет черно-белым. На нем я изображаю мать, которая потеряла своего сына на войне, и тем самым олицетворяем сегодняшний день. Международный день пропавших без вести я рисую на картине полянку с небом, салютом и деревом. Я так вырезала наше будущее прекрасной страны. Работа миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии началась с октября 1992 года. Все это время МККК в содействии с правительством Абхазии проводил большую гуманитарную работу в республике. Так, один из совместных проектов миссии МККК и Движения матерей Абхазии является поиск и идентификация останков пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии. Такая работа ведется уже на протяжении 9 лет. В наших списках пропавших без вести числяется больше, чем 2200 человек, которые мы постараемся найти, несмотря на их принадлежность к одной или другой национальности. Здесь исчезли очень много людей. Идентифицированы 163, они уже были переданы своим близким и родственникам, которые смогли приступать к их перезахоронению с достоинством, со всеми почестями. Во всем мире по разным причинам пропадают люди. Никто и никогда не отнимет надежду у их родных и близких, что родственники могут вернуться живыми и здоровыми. Именно это и является главной целью данного мероприятия – никогда не терять надежду на лучшее и помнить. Мероприятие, посвященное Международному дню пропавших без вести, закончилось памятным концертом. Представители Министерства по курортам и туризму подвели предварительные итоги летнего сезона, а также рассказали о планах по привлечению туристов во время так называемого бархатного сезона. Подробности у Амелии Бисмарк.
В августе еще рано подводить итоги летнего туристического сезона. Однако, если проводить аналогию с прошлым годом, то здесь прослеживается положительная динамика, отметил заместитель министра по курортам и туризму Астамур Барцыц. Туристический сезон у нас нормальный в этом году, стабильный. Проводя аналогию с прошлым годом, мы можем сказать, что динамика у нас положительная, нет отставаний по сравнению с прошлым годом. Минувший июль выдался наименее удачным по туристическим показателям в республике. Это, скорее всего, связано с тем, что месяц был дождливым, отмечают специалисты. Провели опрос информационный, получили информацию от наших ательеров. И судя по их прогнозам о бронировании на сентябрь, то есть на бархатный сезон, около 60-70% уже забронировано на этот период. Так что мы думаем, бархатный сезон в Абхазии пройдет хорошо. С каждым годом в Абхазии открываются новые туристические направления. Большую популярность набирают маршруты в восточную часть республики. Сегодня Восточную Абхазию посещает в неделю около 10 тысяч туристов. В основном это паломнический туризм. Также пользуются популярностью источники железоводородные в селе Кинги. И активно набирает популярность город Кварчал с его радоновым источником и пансионатом, и водопадами. Вместе с тем, лидерами по посещаемости остаются основные туристические объекты страны. С января 2019 года по 20 августа Рицинский национальный парк посетили более 300 тысяч человек. На втором месте Новоафонская пещера. Здесь побывало 208 тысяч отдыхающих. В целях обеспечения информационной безопасности гостей Абхазии в этом году при министерстве была открыта горячая линия. В этом году, все знают, мы на упреждение работали, создали горячую линию для приезжающих сюда туристов, чтобы они перед тем, как приехать или перед тем, как забронировать, сделать бронь в том или ином отеле, узнали о нем побольше информации. Помимо точных адресов, контактов тех или иных отелей, мы помогали людям, давали небольшие консультации по поводу пересечения границы, визового режима, иных вопросов, таких бытовых, которые могли сложиться у туристов не только с России, но и из других регионов. Нынешний год выдался насыщенным для республики во многих отношениях. На летний период пришлись и выборы президента Абхазии. Исходя из данных международной статистики, в преддверии важных политических событий в странах уменьшается туристический поток. Однако подобное явление в этом году не наблюдалось в республике, подчеркнули специалисты. Для укрепления мер по обеспечению безопасности отдыхающих Министерство по курортам и туризму постоянно взаимодействует с органами МВД. В том числе активно обсуждается и дорожная ситуация. В этом году было к минимуму сведено общение наших туристов, которые приезжают на своем личном частном автотранспорте, с сотрудниками ГАИ. Тем самым поток людей на частном автотранспорте увеличился. Они беспрепятственно, до этого они проезжали, грубо говоря, границу, когда переезжали, им требовалось 5-6 и иной раз 7 часов, чтобы добраться до нашей столицы. В этом году намного все проще. В рамках работы ведомства планируется переподготовка специалистов туристической отрасли, классификация объектов размещения, совершенствование информационной базы. В республике активно идет разработка маршрутов агротуризма. Амелия Бисмарк, Алексей Быструков, Абхазское телевидение. В Министерстве обороны Республики Абхазия прошло расширенное собрание, в котором приняли участие заместители министра обороны, начальники управлений, отделов и служб, командиры воинских частей, военных комиссаров городов и районов. В ходе собрания были подведены итоги работы оборонного ведомства за август 2019 года. Об этом наш следующий репортаж. Командиры воинских частей и подразделений Минобороны представили доклады о работе ведомства за август 2019 года. Подробно рассказали о мероприятиях за последний месяц. Кроме того, с докладом о военно-политической обстановке в Грузии выступил начальник разведывательного управления Вадим Картава. Полковник доложил о ситуации на границе Южной Осетии и Грузии. 27 августа недалеко от села Цнелис Наурского района Южной Осетии, который находится в непосредственной близости от грузино-осетинской границы, грузинские силовики приступили к строительству полицейского блокпоста, что привело к обострению обстановки в регионе. 29 августа состоялась очередная встреча в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, которая проходит ежемесячно в населенном пункте Эргнете. Однако она была сорвана после того, как представители Южной Осетии поставили условия грузинским властям на убрание незаконно построенной на границе блокпоста.
пост. Однако грузинская сторона отказалась выполнять данные мероприятия. В результате встреча была сорвана, последующая встреча не определена. Согласно приказу министра обороны Республики Абхазия, а также плану подготовки обучения в летний период в ведомстве проводились занятия с личным составом авиационной группы. Все мероприятия согласно плану боевой подготовки выполнены без срывов. Так, 12 августа была осуществлена тренировка по высадке тактического воздушного десанта на высокогорную площадку совместно с командно-разведывательным центром из исходного района для десантирования моря Гудава в районе десантирования гора Лахта. Также были подведены итоги работы военного комиссариата республики. В период с 5 по 9 августа в военных комиссариатах проводилась мобилизационная неделя, в ходе которой проводились занятия с сотрудниками военных комиссариатов, а также изучался приписной состав в резервных подразделениях. С 6 по 9 августа военный комиссариат принимал участие в КШМУ с 5-й бригадой. Кроме того, в оборонном ведомстве был утвержден план работы на сентябрь, а также поставлены цели и задачи по проведению мероприятий ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Гугут Савардани, Алексея Гухава, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Комиссия при Кабинете министров Абхазии одобрила очередные списки граждан для выплаты компенсаций по вкладам, внесенных в Сберегательный банк республики до 14 августа 1992 года, сообщается на сайте Кабмина. Члены комиссии одобрили 2 списка для выплат компенсации. В первый список вошли граждане, прошедшие регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года. В список внесены 167 человек. Общая сумма выплат для данной категории граждан утверждена в размере 1 763 000 рублей. Во втором списке вкладчики, зарегистрировавшие свои довоенные вклады с 1 октября по 31 декабря 2012 года. В список данной категории вошли 428 человек. Сумма выплаты 3 280 000 рублей. Средства поступают на счета граждан с начала текущей недели, отметили в Кабмине. Завершился официальный визит делегации Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса во главе с председателем Высшего совета Мусой Экзековым в Иорданское Хашемитское королевство. В ходе визита состоялись встречи с политическими и общественными деятелями. Члены делегации встретились с руководством посольства России в Иордании, посетили офис общественной организации Диуан Абаза, черкесский спортивный клуб Аль-Ахли Клаб в Омане, там же черкесскую школу, где обучаются представители абхазо-абазинской диаспоры Иордании. Заключительную встречу делегация ВАК провела с семьями рода Абаза в Иорданском Хашемитском королевстве. Во время встречи члены Конгресса и представители абхазо-абазинского этноса обсудили совместные планы на будущее. Деловой визит в Иорданию входил в план-график зарубежных визитов руководства Конгресса на 2019 год, утвержденный членами Высшего совета в 2018 году. До конца текущего года представители ВАК также планируют посетить Сирию, Германию, Голландию и Турцию. В рамках визита состоялись очень плодотворные встречи с представителями нашей диаспоры, с руководством Абхазского культурного центра Диуан Абаза, с черкесской благотворительной организацией. В рамках этих встреч мы детально рассказали о деятельности Конгресса, о том, что уже сделано, и о планах на перспективу. Договорились о том, что по всем направлениям деятельности Конгресса в Иордании мы будем сверять часы с нашими соотечественниками там и реализовывать совместные проекты, которые позволят нам укрепить существующие связи и наладить новые прочные каналы взаимодействия. Прежде всего, конечно, это вопросы сохранения и популяризации этнокультурных ценностей, это спорт и разные другие важные аспекты нашего взаимодействия. Прошла достаточно плодотворная встреча в посольстве Российской Федерации в Иордании. На этой встрече мы обсуждали вопросы консульского характера. Была засвидетельствована готовность взаимодействовать по этим вопросам, и со стороны посольства нам было сказано, что они готовы рассмотреть особый порядок предоставления российских виз или транзитных, или гостевых для тех наших соотечественников, которые объявили, что они едут на историческую родину.
Боксерский зал Республиканской детско-юношеской спортивной школы города Сухум вновь открыл свои двери для юных спортсменов. В течение 2 месяцев в боксерском зале проводился капитальный ремонт благодаря спонсорской поддержке сотовой компании «Аквафон». Репортаж Алики Трапш. Республиканская детско-юношеская спортивная школа города Сухум выпустила не одно поколение именитых спортсменов. В школе более 30 лет. За все эти годы в боксерском зале ни разу не был проведен капитальный ремонт. При этом силами дирекции спортшколы здесь несколько раз производили косметический ремонт. Однако этого было недостаточно для проведения занятий в комфортных для спортсменов условиях. Тогда на помощь откликнулась компания «Аквафон», которая не первый год оказывает поддержку спортивным проектам страны. Условия были очень плохие, потому что не было раздевалки, не было душа, туалета, ходили в соседнее здание. Дети бегали, особенно зимой это было очень плохо, когда вот потные дети выбегали с одного зала в другой. Самое главное сегодня, что у нас есть помещение, где могут тренироваться. Как вы видите, сегодня он преобразился благодаря компании «Аквафон». Для оказания спонсорской поддержки спортивному залу Республиканской детско-юношеской спортивной школы Сухума «Аквафон» выделил 500 тысяч рублей. На эти средства был проведен капитальный ремонт помещения. Старые боксерские мешки и груши заменены на новые. Также теперь здесь есть раздевалка, душевые кабины, санузлы. В спортзале ежедневно занимаются более 60 человек в возрасте от 9 до 16 лет. Юные спортсмены признаются, что тренироваться в обновленном зале – одно удовольствие. Я занимаюсь уже 2 года. Был на соревнованиях, некоторых одержал победу. Здесь, в обновленном зале, стало лучше, появились душевые кабинки. То есть раньше этого не было и было немного неудобно, а сейчас стало лучше. Для компании «Аквафон» поддержка подобного проекта – это очередная возможность дать талантливой молодежи шанс профессионально реализовать свой спортивный потенциал. «Аквафон» верит, что обновленный боксерский зал станет хорошим стимулом для начинающих спортсменов. Помимо нашей основной деятельности, компания «Аквафон» поддерживает различные коллективы, различных спортсменов. Для нашей компании это очень важно, так как здоровье нации для нас, конечно же, играет важную роль. У нас есть также уверенность, что этот зал нам подарит не одного чемпиона Абхазии и мира, которые будут прославлять нашу страну. В завершении встречи представители компании «Аквафон» вручили памятные подарки юным боксерам, победителям международных соревнований. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии в выходные дни ожидается переменная облачность. Из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем 24-29 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.